يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Амма ба'д. Уважаемые братья, мы дошли из жизни пророка саллаллаху алейхи вассалям, как над ним издевались кафиры. В каждом хабаре, который мы будем рассказывать, есть глубокие смыслы. О смыслах, иншаллах, в следующих уроках будем рассказывать. Сейчас просто случай то, что было. Когда мы знаем, столько потерпел пророк, алейхиссалату вассалам, чтобы довести ислам ради Аллаха, мы начинаем ценить пророка, алейхиссалату вассалам, и любить больше, и внимательно слушать его хадисы, проповедях и уроках. Вараа Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, действительно пророк, алейхиссалату вассалам, очень много издевательства и мучения увидел от неверующих. Мы здесь некоторых будем упоминать. Из них был джамаат, который самый вредный, который наносили вредный из них Абу Джахль. Однажды Абу Джахль сказал, Абу Джахля имя Абуль Хакам был, отец мудрости, вот так называли кафир его. А ислам его назвали отец глупости, незнания, невежды из его поступков. Однажды он сказал: «Я ма'ашара Курайш, о община курайшитов, инна Мухаммадан, поистине Мухаммад, вы видите, говорит, что он порицает вашу религию и издевается над вашими богами, и также насмехается над вашими надеждами». Вот аль-кафири, то, что они все делали ради богов и надеялись от них довольства, пророк, алейхиссалату вассалам, их посчитал это глупостью. И он говорит это все. «Инни уахидуллах». Он перед всеми говорит, как он господин среди всех: «Я даю слово Аллаху, говорит, я завтра буду ожидать его, говорит, с большой камнем, который я не буду, еле-еле буду, говорит, поднимать. Когда он пойдет в сужду, я этим камнем на голову его разобью голову, говорит. Фааслимуни инда залик. Хотите вы меня тогда сдавайте или защищайте, говорит. Я сам на это один пойду, говорит». Вот кафир нас что способен ради своих идолов. Фаллясна би бад залика. Пускай после этого тухум пророка Абду-Мунафа что хотят со мной, пусть и делает, говорит. Я не несмотря ни на что, на это пойду, говорит. Действительно, когда утро наступило, он взял такой большой огромный камень и сел, ждал пророка. И как обычно, пророк, алейхиссалату вассалам, ничего не боялся, всегда молился в хараме, прямо в мечети. И курайшиты сидят в своем маджлисе, ждут все Абу Джахль, что он сделает, свое слово держит или не держит. Фалямма саджада, действительно, когда пророк, алейхиссалам, пошел на сужда, поднял этот Абу Джахль свой большой камень и пошел в сторону пророка, алейхиссалату вассалам. И когда он приблизился, он, отвернувший задним ходом, убежал. И побледневший лицом, такой удивительный случай было, и бросил камень с рук. И тогда курайшиты стали к нему, побежали: «Эй, Абуль Хакам, что с тобой, что случилось?» Тогда он ответил: «Аллахи, как вы видите, я встал, хотел разбить его голову. Когда я приблизился к нему, я увидел, большой, как хищный верблюд». В арабах говорит, это большой верблюд, который старался меня съесть, говорит. Я такой верблюд никогда не увидел, говорит, в жизни. Когда вот этот случай упомянули пророку, алейхиссалату вассалам, вот Абуль Хакам, вот Абу Джахль вот так говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, то, что он видел, это был Джабраил, алейхиссалам, говорит. Если он еще приблизился бы ко мне, он его схватил бы, говорит, он, что над ним надо было делать, сделал бы, говорит. Вот так Аллаху Та'ала защищал пророка, алейхиссалату вассалам. Но не всегда. Иногда оставлял. Конечно, убить, вот так, разбить полностью не давал пророку, алейхиссалату вассалам. А так он мучение видел. Над ним издеваться это было. Это пример же от пророка, алейхиссалату вассалам, что каждый мусульманин не только в словах, и он в действиях должен показать, что он мусульманин. Не как современные мусульмане, ради какой-то имел из адатов, чтобы женщине что-то не сказали, он на все пойдет, несмотря это
есть в нем гнев Аллаха или нет. Еще такой случай, один Абу Джахль. Он запрещал пророку совершать намаз в мечети. И когда увидел однажды, что пророк алейхиссалам опять совершает намаз в мечети, он подошел и сказал: разве я тебе не запретил здесь молиться? И пророк алейхиссалам в этот момент ему грубо ответил и устрашил. Самого тоже Абу Джахля напугал. Абу Джахль сказал: атухаддидуни, ты разве меня пугаешь, говорит? Я сам здесь господин, за мной и есть много защитников, говорит. Самый известный здесь, авторитетный. Тогда была неспослана вот эта аят от Аллаха. Калла ла иллам янтахи ланасфа'ан бин насия, насиятин кадибатин хатия, фальяд'у надия, санад'у забания, калла ла тути'ху васджуд вахтариб. Но Аллах здесь коротко говорит, если сам он не остановится, говорит, мы его возьмем, говорит. Пускай он зовет своих, говорит, и мы позовем своих забани, ангел, который джаханнамом смотрит, говорит. Калла ла тути, не слушай, говорит. Его упреки, его, который он хочет, предупреждает, пугает, не смотри, говорит, сужда делай и приближайся к Аллаху, говорит. Вот так, еще один момент здесь, который от Абу Джахля. Абдуллах бин Масуд рассказывает, радийаллаху анху, однажды мы, говорит, совершали намаз в мечети Харам с пророком, алейхиссалату вассалам. Абу Джахль обратно, вот, человек упрямствует, вот, видит аламат, все равно слепой. Стал, этот раз он говорит, кого-то другого хочет отправить, сам не идет уже. И разве нету среди вас, кто станет, говорит, и возьмет органы верблюда, когда пророк алейхиссалату вассалам сужда делает, на него над головой, что выбрасывает это все грязь. Тогда счастливец Укба бин Аби Муайт, сын Аби Муайта Укба, он сказал, говорит, я это сделаю. На себя взял и пошел, взял органы, внутренние органы верблюда и выбросил на пророка алейхиссалату вассалам во время сужда. И ни один мусульманин в вот этот момент, говорит, был бессилен, говорит, чтобы пойти даже вот это убрать, говорит, от пророка алейхиссалату вассалам. Настолько мусульмане слабые были. Валям язаль, и пророк алейхиссалату вассалам, несмотря, что на него бросили вот эту грязь, он даже голову не поднял от сужда. Пока не пришла дочь пророка алейхиссалам, Фатима, радийаллаху анха, она взяла эти грязи и выбросила. Валямма кама, когда после сужда пророк алейхиссалам встал, он увидел это грязное дело и сказал вот это дуа. Вот мусульманин, он когда поручает все на Аллаха, и сказал: Аллахумма алейка бил малаи мин Курайш. О Аллах, говорит, я тебе поручаю вот этих групп курайшитов, которые надо мной издеваются. Васамма аквама, и их имена назвал по одному. Утба бин Рабиа, Шайба бин Рабиа, Абу Джахль, Укба бин Муайд, Умайя бин Хальф. Их по именам назвал. Ибн Масуд, который рассказывает, он говорит: Аллах, я всех видел, говорит, в один день все погибли, говорит. Газвату Бадр, говорит. Вот так Аллах их наказал, говорит. Еще один случай, последний расскажем здесь, Абу Джахля. Однажды Абу Джахль купил верблюда у одного человека. И долг купил, и деньги не отдавал. Этот человек пришел в маджлис курайшитов и попросил помощи. Кто может меня взять деньги у Абу Джахля, говорит. Он деньги не отдает. Эти курайшиты, издеваясь, сказали: иди Мухаммаду, говорит, Мухаммад, только он силен над ним. Так по издевательству они сказали, отправили его к пророку. И тогда этот человек пошел к пророку, и пророк, алейхиссалату вассалам, взялся за дело и пошел с ними. И постучал в двери Абу Джахля. В двери Абу Джахля, факаля Абу Джахль внутри сказал: ман хаза, кто это? Тогда он сказал: Мухаммад. Фахараджа мунтахи аллаху. Тогда Абу Джахль опять вышел побледневшим лицом, лица изменивший. Факаля лаху. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, без лишних слов сказал ему: а'ти хаза хак, отдай ему его долг. Вот так прямо сказал. Факаля Абу Джахль сказал: ла табрах хата, не уходи отсюда, говорит. Шаг ни туда, ни сюда не уходи, подожди. И этот пророк, алейхиссалам, не ушел, этот человек тоже не ушел, пока Абу Джахль с дома все, что есть, взял, отдал долг. Акалат Курайш, они же следили, отправили, следили, что уже будет между ними. Они сказали: вайлак я Абал Хаким, горе тебе, я Абал Хаким, таким тебе слабым никогда не видели, говорит. Что ты сделал?
Он говорит: вай хаким, это вам горе, говорит. Валлахи, говорит, клянусь Аллахом, говорит. Как он постучал ко мне в дверь, я как услышал его голос, говорит, меня все охватило, говорит, дрожь, говорит, страх. И я вышел, говорит, я увидел, говорит, сверху головы пророка опять той же самый, который первый здесь, верблюд башни. Аллах, я никогда не видел такое, говорит. Если я отказался бы, говорит, или я отложил бы, сказал бы, завтра отдам долг. Аллах, он меня съел бы, говорит. Такие знамения, вот видит человек, когда от Аллаха наставления нет, конечно. Последний момент про Абу Джахля. Когда господины курайшиты собрались, вот хиджр, вы знаете, Кааба, и там есть вот такой маленький, как будто такой маленький забор. Они там сидели, сами господины. И они начали упоминать пророка, обсуждать, какой же он терпеливый, говорит. Что делаем? Он идет только как караван вперед. А байнахумахум, однажды вот это время, когда вот рассказывали про пророка, и это время подошел пророк, алейхиссалату вассалам, и начал вокруг Кааба, а руку сперва вот это угол Кааба трогал, как все паломники трогают, и начал обход делать вокруг Кааба. И они, когда увидели пророка, алейхиссалату вассалам, осмотрели своими глазами и порицательными словами на его адрес сказали. И это было заметно на лице пророка, алейхиссалам. Пророк заметил, что они про него говорят. И он второй круг тоже сделал, и они опять начали, когда вот до них дошел, опять они своими глазами, словами. И третий раз, когда пророк, алейхиссалам, пришел, им сказал вот так. Иногда он такие жесткие слова говорил, вот так подошел. Атасмауна я маашар Курайш, вы слышите меня, курайшиты, вот так сказал. Вы слышите меня, курайшиты? Ама валлази нафси бияди, я клянусь Всевышним Аллахом, которая моя душа в его руках, лахад джи'тукум биззабхи, я пришел к вам это отрубанием, говорит, срезанием. Вот одно вот слово это сказал. Аллахи, говорит, этот весь народ, который там собирались, у них слова не было, говорит, от страха. Вот это слово настолько от Аллаха, это же сильный дух от Аллаха же здесь. Они начали говорить: эй, Мухаммад, мы ничего не говорим, иди, ты правильный человек, правильно ты идешь, ты не такой глупый еще вот глупые вещи делать. Вот так они от страха вот начали как это подлизываться. Иншаллах, от этих уроков смысл, иншаллах, завершим. Каждого человека самые известные вредные люди для пророка. Смысл какой, иншаллах, поймем, дай Аллах нам понять от этого урока. Действительно, истинно, альхамдулиллахи, раббил аламин, вассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух. نورت دربي شكرا شكرا يا رب